Смотрите в программе. 150 пожаров на сегодня действуют на территории Якутии. Регион будет развивать промышленный туризм. Школьный онлайн-лагерь открыли на базе 19-й Удачнинской школы. Продолжаем эфир нашего канала новостями к этому часу. Более 150 природных пожаров действуют сегодня в Якутии. По оперативным данным авиалесохраны, активное горение проходит более чем на 500 гектарах. За сутки возникло 55 новых очагов и 35 удалось ликвидировать. За сутки возникло 55 пожаров и 35 ликвидировано. Площадь пожаров уменьшилась более чем на 30 тысяч гектар за счет ликвидации пожаров в обслуживаемой зоне и зоне контроля. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Среднеколымского, Тампонского и Ивано-Бутантайского районов, где зарегистрировано 104 природных пожара. Основные усилия Главного управления направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров. В городе Большой Камень Приморского края на судоверфи «Звезда» в понедельник стартовало строительство самого мощного в мире атомного ледокола проекта «Лидер». В рамках церемонии старта произвели резку первых деталей корпуса будущего ледокола, которому уже присвоили имя «Россия». Гендиректор Атомфлота Мустафа Кашка заявил, что благодаря повышенной мощности новый ледокол сможет обеспечить круглогодичную навигацию на всей трассе Северного морского пути. Новый атомоход будет протяженностью 210 метров в длину и 47 метров в ширину при осадке в 13 метров. Завершить строительство планируется к 2027 году. Это действительно самый крупный в мире будет ледокол. В настоящее время ледоколы, которые строятся, обладают мощностью 60 мегаватт. У этого ледокола мощность 120 мегаватт. И он сможет обеспечить круглогодичную навигацию на всей трассе Северного морского пути. Якутия ищет новые пути развития для экономики. Глава региона и Агентство стратегических инициатив подписали в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Встреча и подписание состоялись в рамках деловой программы Международного промышленного форума «Иннопром». Это крупнейшее событие международного масштаба, собравшее представителей из разных уголков России, а также гостей из Европы, Азии и Америки. Чем может привлечь Якутия индустриальных туристов, узнаем у нашего субкора в Москве Максима Кардоза. Якутия может удивить туристов не только своими природными красотами, но и промышленными гигантами. Казалось бы, такие привычные для жителей региона угольные и кимберлитовые карьеры могут стать настоящими центрами притяжения. Ведь людей, которые хотят на несколько часов или даже пару суток превратиться в горняков, больше, чем может показаться. Это, например, изумрудные прииски в Свердловской области. Недавно закрытое для посторонних глаз предприятие распахнуло здесь двери для туристов, и сюда потянулись искатели приключений. Кому-то на флюорит повезло. Мне. Вот, это супер. Подписанное соглашение между Якутией и Агентством стратегических инициатив может дать серьезный толчок для развития промышленного туризма в регионе. Это создание новых туристических маршрутов, производственных экскурсий, проработка нового бренда. Туризм вообще для Якутии тема абсолютно новая. Она только у нас начинает развиваться, но я уверен, что это одна из тех тем нашей экономики, которые, конечно же, в ближайшие годы заставят говорить о себе не только Россию, но и весь мир. Самые глубокие карьеры в мире, они у нас на нашей территории. И, конечно же, алмазы, процесс их добычи, процесс переработки, на мой взгляд, достоин того, чтобы об этом знали туристы со всего мира. Эксперты агентства стратегических инициатив в ближайшее время должны приехать в Якутию, чтобы начать работу над продвижением региона. Причем планы по началу реализации проекта амбициозные. Уже через полгода хотелось бы, чтобы туристы смогли поехать в Саха-Якутию и посмотреть о том, как добываются бриллианты, как они обрабатываются, как работает угольная промышленность, о том, какие машины, оказывается, огромные нужны для работы на этой угольной промышленности. Но у Саха-Якутии, конечно же, огромный потенциал, и я уверена, что уже прямо через полгода каждый турист сможет доехать и увидеть это своими глазами.
Но потенциал Якутии в плане индустриального туризма промышленными гигантами не ограничивается. Наши мастера традиционных промыслов тоже могут заинтересовать тысячи людей. Узнать все тонкости кузнечного дела, ювелирного мастерства или изготовления берестяной, деревянной посуды. Все это поможет засверкать Якутии новыми гранями. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Также стало известно, что парк «Ленские столбы» поборется за звание лучшей в стране площадки для развития экотуризма. Заявка Якутии принята на конкурс на создание туристических кластеров. Эту идею обсудил во время своей рабочей встречи в Москве глава республики Айсен Николаев с руководством агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Во всем мире национальные парки привлекают миллионы туристов. Например, многие знают американский Гранд Каньон и лес Секвой. В России тоже немало природных уникальных памятников, но это туристическое направление не сильно развито. Глава Якутии отметил, что потенциал у нашего региона большой, теперь нужно грамотно проработать заявку. Помочь в этом должен конкурс. Комиссия выберет лучшие региональные проекты, их авторы станут участниками акселерационной обучающей программы. А 10 финалистов получат возможность реализовать механизмы комплексного развития туризма в своих природных заповедниках. У нас сейчас идет всероссийский конкурс по развитию экологического туризма, и, как мы уже видим, буквально в эту секунду Саха-Якутия подала свою заявку. Это будут Ленские столбы, и мы уверены, что у Саха-Якутии огромный потенциал развития экологического туризма, потому что Ленские столбы – это, в общем-то, можно сказать, бренд региона. К другим новостям. Дорожники, проводившие ремонт на 13 объектах в Якутске, отчитались о 100% завершении работ. Однако представители Общероссийского народного фронта, проверив качество, остались недовольными. Нарушения выявлены на всех 13 объектах. Подрядчикам было дано время на устранение некачественных работ, но по истечению времени положение не изменилось. Некачественные и неправильно установленные бордюрные камни, коммуникации, проложенные под дорожным полотном без соблюдения правил, дорожные знаки, установленные не по нормативам, и многое другое. В частности, много вопросов вызывает дорога на 203-м микрорайоне по улице Ларионова. Движение по ней открыли не так давно, а асфальт там уже требует замены. По факту, что мы видим, то есть произошло уже крошение асфальта, его выработка, и по факту состояния асфальта он находится в таком состоянии, что уже при подобных условиях он должен был проработать 5-6 лет. То есть в тот гарантийный ремонт, который должен быть по безопасным качественным дорогам, 5 лет. А у нас не простояло еще 2-3 месяцев лета, асфальт уже пришел в непригодность. Ему необходимо производить замену, как будто он уже выработал свой ресурс. Мегино-кангаласские фермеры стали лидерами по заготовке молока. Они перевыполнили план на 160 тонн. Следом за ним идет Хангаласский район, который перевыполнил норму на 120 тонн. И тройку замыкают хозяйства Горного района. В числе же отстающих Минсельхозрегиона назвал Нюрбинский, Чурапчинский и Верхоянский районы. Тем временем по оперативным показателям в Якутии заготовлено 24 тысячи тонн молока. Это составляет порядка 30% от общего годового плана. Благодаря вышеназванной тройке лидеров и другим районам вся республика в целом идет с опережением по сравнению с прошлым годом на 1700 тонн. Сегодня мы направили по районам третий транш молочных денег в сумме 560 миллионов рублей. И тем самым мы обеспечили 90% от годового плана финансирования заготовки молока. Поэтому заготовка молока у нас по всем населенным пунктам на 267 объектах ведется в штатном режиме. Отклонений нету, мы идем с опережением графика. И планируем то, что в этом году мы заготовим плановый объем 80 тысяч тонн. В столице сегодня чествовали 7 лучших семей строительного округа. День семьи, любви и верности. Самым активным вручили благодарственные письма и ценные подарки. Среди них отличники культуры, члены общественных организаций, участники городских спортивных состязаний, образовательных форумов и конференций. Семей поздравили представители окружной администрации города, а также управа строительного округа. Наш округ строительный, он очень много внимания уделяет именно общественным движениям. И сегодня, вот в этот день семьи, с которым я поздравляю всех жителей нашей замечательной республики, он сделал вот такой праздник многодетным семьям, собрал нас здесь всех для поздравления.
И несмотря на то, что у нас сейчас еще пандемия, да, не так много семей возможно было пригласить сюда, мы хотели бы передать всем огромные поздравления, желания здоровья, успехов. И чтобы наши дети всегда-всегда радовали наших родителей. Школьный онлайн-лагерь открыли для учащихся 19-й удачницкой школы. В первом сезоне с детьми работали 5 педагогов. И несмотря на то, что вживую встретиться не удалось, дети остались довольны. И ждут уже второго сезона. Ирина Балкова пообщалась с ребятами. Какая-то неизвестная планета. И на ней никого нет. Разбудильник, зарядка, развлекательные игры. Вроде все как обычно. В школе 19 удачного завершился первый сезон в детском лагере. Правда, одно но. В этом году он прошел в режиме онлайн. Однако детям пришелся по душе. Например, Давид с нетерпением ждал кулинарные мастер-классы. Теперь он умеет самостоятельно готовить коктейли. А не запомнилась рыбалка. Дети массерили рыб из разных подручных средств и затем отсылали их в общий улов. Очень были замечательные рыбы. Даже некоторым попались волшебные рыбы, как золотая рыбка, и исполняли желания. С восторгом Анна вспоминает и лабораторию мыльных пузырей. Делали из рук. Некоторые даже с цепочками классно придумали. Как? Они брали цепочку, некоторые нитки, ложили в мыльный раствор, и махали, и получались мыльные пузыри. Виртуальный отдых не помешал детям провести время с интересом. Для них проводили виртуальные экскурсии, для любителей энергичного – мастер-классы по брейк-дансу. И у нас с нами сегодня снова бибой Гера. Всем здравствуйте. Ну что, ребята, давайте вспомним первый урок, а потом начнем разучивать новые движения. Второй сезон в лагере обещает быть не менее интересным. Его тематику выбирали совместно с детьми. После опроса стало понятно – сезон посвятят вкусным историям. Так его и назвали – «Кулинарная кругосветка». Наверное, прежде всего дети весело проводили время. Ну и учились, конечно, научились работать с мыльными пузырями, готовить очень детям по отзывам детей. Им очень понравились вкусные истории. Всего в лагере за смену побывало 65 человек. Даже те, кто сейчас в отпуске с родителями в другом городе, смогли в этот раз побывать в онлайн-лагере. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». И на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в следующем часе.